Я Лилиенталь Юлия. Родилась и выросла в Сузаке. Я коренная жительница Сузакского района. Окончила среднюю школу номер 16 имени Сайдулла Акбарова. Раньше эта школа называлась 50 лет октября. Закончила Джалалабадский государственный университет по специальности социально-экономической с историческим уклоном. Вышла замуж. Я мама 4 детей. Получила образование в Германии. Работала долгое время в крупных компаниях Германии по специальности финансовый аналитик и аудитор. Даже находясь в Германии, я ни на минуту не забывала о своей родине, о своем Кыргызстане. Я вернулась в Кыргызстан, чтобы помочь поднять нашу страну и внести свой посильный вклад в развитие нашей страны во благо и процветание нашего народа. В данный момент я являюсь действующим депутатом местного Кенеша. За короткое время, как став депутатом, я внесла свой посильный вклад в борьбе с коррупцией, с беспределом чиновников, семейными кланами правления, внесла свою лепту в улучшение образования в сельских школах. На собственном опыте я поняла, что образование нужно поднимать с региона. В наших регионах по всему Кыргызстану, не только в Сузакском районе, не хватает учебников, не хватает учителей. Я провела переговоры с представителем Российской Федерации, а также с Россотрудничеством, которая не осталась в стороне и откликнулась на нашу проблему и обеспечила учебниками 6 школ Сузакского района. Мои сельские ученики самые лучшие, самые перспективные, самые талантливые. А наши самые умные, самые талантливые детки будут учиться по хорошим книжечкам. Ребята, вы получили учебник. Благодарность нашему депутату Лилиенталь Юлии Викторовне, потому что благодаря ее стараниям, благодаря тому, что она у нас такая пробивная, наша школа вошла, во-первых, в пилотный проект, во-вторых, мы начали получать обеспечение книгами. Ишке ашып келе жаткан чет жердеги орус мугалим долбоорунда Сузак айылдык кеңешинин депутаты Юлия Лилиентальдын салымы чоң. Балдарды окутуу жана алардын билимин өркүндөтүү үчүн Россия өлкөсүнүн билим берүү министрлигинен От меня требовалось, мы сделали. Перед вами стоит первый учитель. Учитель географии будет работать с вами. Учитель биологии уходит вот сюда, во вторую школу. Учитель физики уходит в Сайдулла Акбарова. Как депутат Сузакского районного кенеша продвигает важные моменты в жизни Сузака, да? Особенно в области образования. Да? Ребята, как вам новый учитель? Супер! Ребята, как вам новый учитель? Супер! После 1973 года не было ни разу капитального ремонта в этой школе. Директор школы в прошлом году обратился к нам за помощью лично ко мне и не верил, что будет такая реакция со стороны депутатов и Айлок Укмыту, что все-таки эта школа получит долгожданный капитальный ремонт. И дети села Доступ, Серны, будут учиться в светлых, просторных и более современных кабинетах. Все полы гнилые снять и заменить. Мы находимся сейчас в школе номер 73 имени Хамида Алимджана. село Камыш-Баши, где было обнаружено, что у этой школы нету собственного забора. У вас все получается. Вы знаете, депутат должен уметь делать все, тогда он может контролировать процесс, а не только говорить красивые слова с трибуны. Это обыкновенная сельская школа, то есть совместная работа депутата, директора школы и поддержки Айлок Укмыту можно из простой сельской школы сделать сити-школы. Правильно? Дагы бир мектеп маселеси оңуна чечилүүнүн алдында турат. Номер 16 Сайдулла Акбаров атындагы мектептин жанына дагы бир жаңы имараттын курулушу башталды. Когда у Рашана Сахалдевича опускались руки, когда во многих инстанциях ему отказывались, и он уже опускал руки, уже ничего не получится. Рашан Сахалдевич, у вас светлый путь, Акджол. И все-таки благодаря совместными усилиями у нас вместе это все получилось. Хотя нам один раз даже отказывались. Отказ был, но мы не стали останавливаться, что получили отказ. Мы обошли все пороги, дошли до аппарата президента. Благодаря поддержке нашего замечательного президента Садыра Нургулчевича нас услышали и нашли инвестиции, и в течение 2 лет будет построена школа. Остались люди без воды. 4 сутки священный месяц. Ну и что, это по-моему согласен лишать людей воды? Вы читаете Коран? Это наша территория. Что хотим, то будем делать. А? Вы зайдите туда, там старики, маленькие дети, да, 4 сутки без воды сидят. Биздин депутатыбыз Юлияга
ар бир кайрылган маселелерибиз боюнча өз убагында адекватный решенияларды кабыл алып, тиешелүү органдарга маселени коюп, мына бүгүнкү жасаган иштеринде дайыма иштерди жасап келет. Рахмат бул биздин депутатыбызга. Сузак депутаты Юлия апага nima qildik, qayrilib, mana borib ko'rdi, teshlik yerlarni ko'rib, o'zi mana masalani yechib, mana xudo xolasa 1 yilda olmagan narsani mana 1 haftaning ichida olib, mana hozir xudo xolasa olib borib kavlab ko'mamiz xudo xolasa. Rahmat, shunchalik bizni chetda qoldirmasdan yordam berganiga rahmat. Hayratından canmagan, kalın eldi barktagan, egemendikti ençile ömrüm bergen biz. Я являюсь учителем средней школы имени Сайдулла Акбарова, самая школа, которую я закончила в 1998 году. Несмотря на свою квалификацию и опыт работы, я работаю в сельской школе, преподаю историю и человек общества для старших классов. Поднимаю патриотизм у нашего подрастающего поколения, у нашего генофонда нашей страны. Я это знаю, что вы чувствуете. Единственное, я вас прошу, не комплексовать, чтобы у меня сельский, чтобы у меня аульный, чтобы у меня районный. Наоборот, самый сильный, кто достигает всего, районный и районный. Став депутатом местного Кинеша, а конкретно Сузакского района, я на деле доказала каждый пункт своей программы и доказала своему народу, что не все в этом мире и в этой жизни покупается. Есть такие качества человека, как честь и достоинство, которые не продаются и не покупаются. Ко мне обратились местные жители, которые на деле, видя мою работу, сказали, что мне уже не место в местном Кинеше. Мне нужно поднимать страну не только на уровне района, мне нужно переходить на уровень республики, на уровне страны. Потому что, к большому сожалению, патриотов своей страны, действительно, кто любит свой народ, кто любит свою родину, кто готов во имя и благо народа пожертвовать, чтобы поднять нашу страну, таких очень мало. Ведь многие баллотируются в кандидаты Джигурку Кинеш. А что они сделали для простого народа? Помощь для Баткен откуда идет самая первая? Жаловательская область. И наши суперские шофера откуда? Из Тактагула. А что они сделали для Сузака? Если они не смогли изменить жизнь своих односельчан, как они могут изменить жизнь всего народа, всех кыргызстанцев? Возможно, все подумают, что я не совсем нормальный депутат, который вернулась из благополучной страны, как Германия, в нашу родину. Ведь все отсюда бегут, а я вернулась. Поднимаю регион. Работаю во благо моего народа. Хочу поблагодарить нашу депутатшу, уважаемую Юлию Викторовну, за ее труд, за то, что она хочет поднимать сельских детей. Женщина может помочь своей стране. Ведь не зря говорят, что мать Родина. Женщина – мать. Bunu karındaşım nezle Kurmancan'dı. Ayaldarga, Kırgızistan'ın ayaldarına özü çoğu. Kurmancan datkaday olan ikinci Kurmancan bolsun. Şimdi şayla verelim. Şaylayız. Только женщина знает, каково это сделать все ради благосостояния собственного ребенка. Я услышу голос каждого. Голосуйте за будущее своих детей.